Что, ребята, всем привет. Давно просили, а многие до сих пор пишут, когда ты будешь, Андрюха, доставать Тафалар 500, который утопил месяц назад, уже немножко больше. Ребята, я уже его поднял, есть видео на канале, мы уже его перебрали, ребята, дело прошлого, мы уже его завели, и вот он, ребята, вот он, красавчик, в строю, работает как часы. Многие писали: Андрюха, проблем не будет, заведешь, все будет нормально. И все, ребята, реально так и было. Двигатель мы не кололи, не доходили внутренности, просто, ребята, слились, высушились, перебрались, заменили масло, фильтры даже не меняли, свечку. Все, ребята, он работает как часы, реально. Сейчас хорошие двигателя, вроде китайские, но все же они работают, ребята, они ходят, и для наших условий они вот так подходят. Так что я прям просто вообще в шоке сам немножко был, потому что завели сразу, ребята. Завелся сразу, чихнул и погнал дыметь. Все. Очень здорово. Блин, ребята, месяц под водой, и это все решает. Хочу немножко показать, как он выглядит, что с ним произошло за месяц. Реально есть какие-то последствия, так как, месяц все-таки на дне, ребята, это время, это причем немалое время. Но был момент, это было озеро, не река, ребята. Не особо его заиливал, он был чистый, прям что-то как-то прям каких-то грязи на нем не было, но немножко так, маломайски. В общем, давайте, ребят, покажу, что произошло. Ребята, встречаем Лонг 500 Тафалар, мой кормилец, на нем я проходил сезон. И немножко начала этого сезона, 2001-го, мы на нем потерпели крушение. И вот точно так же, ребята, вот с этими же корытами, с этой же сидушкой, с этим же ящиком я ушел на дно. Все то же самое стоит, ребята, ничего здесь не менено. Все здесь прям как было. Ящик делали, ребята, самодельный кофр. Я даже был удивлен, что кофр просто даже не взбух. Ничего с ним не произошло. Но уголки здесь алюминиевые, ребята. Соответственно, все как есть. Его просто немножко промыть, может быть, надо будет еще, потому что особо прям этим не занимались. Но ящик стоит на месте, и ничего ему, ребят, не произошло. Хотя здесь фанера, но ей похрену. Реально похрену, ребят. Смотрите, все как есть. 20-й двигатель Люфан, как и на 600-м, который приобретен недавно взамен этого. В общем, тут слились, ребята, получается. Слили масло, слили бензин, промыли, просушили, продули его, залили дешевое масло, и, в общем, он завелся. Глушитель, ребята, который был обгар, вот тут немножко поржавело. Но это мелочи жизни, он был уже немножко не ржавый. Вот здесь краска отошла. Капот. Все то же самое, ребята. Цепочка, модуль, сидушка, катки, подвеску просушили, промазали каждый каток. Сначала подали паром, чтобы грязь вся это слетела. И, в общем, ребят, смотрите. Цепочку промазали. Все, собака на ходу, ходит прям идеально. Да, сидушка немножко тверденькая. Конечно, за такое время не смогли ее полностью высушить. В общем, это мелочи жизни. Модуль, ребята, все отлично. Единственное, здесь, ребята, заменили мы, получается, фару. Фару мы заменили, была вода. Решили не заморачиваться. Заменили тросик газа и реверсный. Но реверсный стоит старый, ребята, а новый уже пришел. В принципе, он нормально работает. Все ходит, все шикарно. Панель приборов просушили, стоп-двигатель, подогрев, все работает, свет идеально, ребята. Так что все это ходит, ребята, все это работает. Здесь никаких вложений. Фара 600 рублей, тросик 500. И получается, Женя с Тафалара с Ярославля мне отправил тросик реверса. Спасибо ему огромное. Потому что, Андрюк, ведь не найдешь. Это газелевский трос, но там ведь немножко подлиннее здесь надо, так как техника реально работает по толкачу. И, в общем, отправил. Вот старая фара, она вот здесь стоит. Вот она, ребята. В принципе, ее можно разобрать, просушить. Отдам Женьку, если у меня специалист попробует ее восстановить, может, куда-то ее воткнем. В общем, все, ребята, сейчас покажу, как заводится, как работает реверс.
Ну и в общем, техника ходит. Сейчас дал кружочек, загнал сюда в гаражик. Ну все идеально, ребята. В общем, ребята, пробуем. Ну вот так, ребята, работает. Без каких-то там нарыканий, там, дерганий. Работает четко, ровно. Все отлично, ребята. Ну, двигатель, ребята. Все, в принципе, вообще работает. Не знаю, лучше прежнего. Ну, сейчас в целом сравню, ребята. Просили сравнение показать 600-й тафовар и 500-й. Два лонга. Какие сравнения, что нового. И, в общем, стоит ли брать вот эту технику или ходить вот на этом. Есть какие-то заморочки. Ну, в общем, ребята, есть, конечно, изменения. Давайте я сейчас покажу. Сейчас подгоню сюда ровненько и сравню вместе. В общем, ребята, припарковал вот таким образом, чтобы было, ну, понятно, соотношение этой собаки или вот этой. В общем, давайте, ребят, начнем со старого. Быстро так расскажу. Ну, тут я уже показывал обзоры, ну так, чтобы наглядно было. Гусяночка, ребят, катковая подвеска, стандартные катки бурановские. В общем, здесь можно 4 ставить. Вот, в общем, раз каточек, 2, 3 и 4. Я один убрал, и здесь вот есть отверстие, можно поставить по центру. Сделал для того, чтобы, ребят, было больше пространства. А так идет здесь 4 коляски. Ну, для слуда, для снега это лишнее, а на 3 он также бегает, и ничего страшного. Здесь стоят вот такие подшипники сверху. Гусянка, длина мотособаки 1,70 м, а стандартная идет вот до сюда 1,40 м. Это вот лонг удлиняется вот именно этим багажником. Лифан, 20-й двигатель. В общем, бак 6,5. Ну и в общем, модуль сам, сани стандартные, ребята. Они идут и назад, и вперед. Стандартный модуль, подогрев, свет, панель приборов. Это подогрев, свет, стоп-двигатель. В общем, и реверс, ребята, стоит вот именно вот таким образом. Вперед-назад рычаг, нейтрал. Очень хорошо, когда при морозах заводить. Бывает, заслонка замерзает или еще что-то, тросики. Но когда все налаживаешь, такого не происходит. Ставишь на нейтраль, заводишь и уже занимаешься, там разгазовываешь ее. Она никуда у тебя не бежит. Вот как-то так. Здесь, еще раз повторюсь, реверс спереди. Ну, рычажок. Ну и, в общем, в принципе, тут больше ничего сказать нечего. Здесь было крепление под задние сани и под заднюю сидушку. Он идет стандартно. Еще такая же сидушка идет назад. Но не очень удобно. Убрал все барахло. Установил такой кофр, потому что он реально нужен. И как-то вот с таким макияжем, ребята, я бегал. Отбойничек идет просто на корыто. Вот здесь то же самое на заводские. Просто закручивается. Это от снега очень удобно. И сани вот регулируются, соответственно, вперед-назад. Также поднимается руль выше, ниже. Модуль также отверстием регулируется. 5 отверстий, вперед-назад, как удобно. Молодцы, сделают изгиб, очень удобно. Видел у ребят, прям такая, не на изгибе, а прям прямая такая, упирается в дерево. То бишь здесь как-то ветка, она проскакивает, а там она упирается, и все, считай, хана. В общем, ребята, лонг 500 на 20-ке с подогревом, с реверсом вперед-назад. Ну что, переходим на 600, ребята. Новая модель. Совсем недавно на рынке стоит. В общем, ребята, опять же начнем с подвески. Подвеска, ребята, совсем другая. Здесь тайговская подвеска от снегохода. Сверху уже идут ролики. Катки совсем другие. Гусянка здесь идет, ребят, 600. Ну, 600, соответственно, если 500, 600, это не название, ребята, это, соответственно, гусянки идет. 600 гусянка с таким углом. Совсем все другое, ребята. Высокая, просторная подвеска. Очень мне понравилось по пухляку, по наледи. В общем, ребята, это прям вещь. Реально вещь для мотособаки. Ну, прям круто. Длина здесь уже, ребята, 2 метра.
Прям ходовка здесь такая лютая, ребят. Прям настоящая такая, ну, классный протектор. Ну, прям такая уверенная. В общем, все то же самое. 600 база. Такой же двигатель, ребята. 20-й. Также 600 стоит на 20-ке. Все то же самое. 6,5 бак. Здесь, правда, чехол стоит. Там еще не одел чехол. Хотя там тоже он есть. В общем. Также закрыта цепь, ребята. Забыл подытожить, что вот цепь здесь идет закрыта. Она идет в смазке. И прям можно использовать летом. Да и вот по болотам, там зимой. Вот не попадает вода, вот эта влага. Все это круто. Все это закрыто. Натяжитель стоит вот этот болт. Ну, ежели что-то с цепью, то надо вот раскрутить 8, а то и 10 гаек. Здесь же, ребят, на новом, смотрю, ребята немножко продумали. Все то же самое, но они поставили, ребят, вот такую заглушку, смотрите. Раз, вот смазка видно, и вот цепочка. Теперь не надо раскручивать, можно посмотреть, все ли хорошо с цепочкой. Это, конечно, удобно. Тут уже идет такая заглушка. Это раз. Идем дальше. Кофр. Ребят, здесь он уже заводской идет. Но это доп. Функция. Можно его брать, можно не покупать. Все, соответственно, зависит от денег. Придет просто рама вот такая. Ну, кофр прям, ребята, крутой, уже показывал. Очень вместительный. И тогда вмещается и ящик. Вот он, кстати, у меня. Кан, продукты. Все прям можно туда ложить. И очень круто. Такой же модуль, ничем не отличается, все то же самое. Также здесь идут вот отверстия, мы можем переставлять, как нам удобно. Корыто, ребят, уже совсем другое. Она немножко меньше, но она широкая. Серый пластик, он более качественный. Отбойник уже не на каких-то саморезах, он литой, ребята. Вот этот. И сама вот эта 80 сантиметров. Такая же панель. Тросик я заменил. Не идут мне стандартные, почему-то они очень толстые, замерзают. Фара. Тут также идет подогрев. Панелька, ребята. Здесь уже идут тормоза. Гидравлика. Крутые тормоза. Есть и ручник. Получается вот жидкость тормоза. Панель приборов. Подогревы. Здесь уже все прорезинено. Видите, ребята, нежели там идет как-то просто стальное. У меня бывало замерзало это дело. А здесь уже прорезинено. ЧК идет, стоп-двигатель. Ну и в общем вся эта движуха. Тут уже идут тормоза. Такая же сидушка. Реверс, ребята. Реверс уже идет не спереди, как вот на этом. Ну, они как-то пробовали, но отошли, потому что начали жаловаться, что тросик, мол, замерзает. Ничего, ребят, не замерзает, если вы нормально его обмажете, соляркой обольете, смазочкой, силиконом, и он ходит. Он ходит. С одной стороны удобно, не надо поворачиваться спереди, хоп-хоп, туда-сюда. Здесь надо немножко повернуться. Ну, в общем, я уже привык, ничего такого страшного. Повернуться, там ты не постоянно там задом ходишь. Ну, здесь уже, ребята, по моим критериям поставили понижаечку. Вот эта нейтралечка, зад, вперед и нейтралька. Это получается повышенная, это пониженная. Особо я еще не пользовался, но включал в каких-то пухляках, шестеренка жужжит. И прям собака реально, ты газуешь, но она вот так плывет потихонечку. Все здорово. В черном исполнении 600-й. Ну, как-то вот так, ребята. Здесь еще идет сумка спереди. Ну, это, в принципе, доп. Можно и заказать и на этот, и на малый брат 500-го. В общем, вот, ребята, две мотособаки. Ничего, в принципе, особо отличия нету. Единственное, это, конечно, уверенный. Прям, кто хочет ходить, не где-то там проскальзывать по тропам, а ходить прям. И вот эта техника именно для вас, ребята. Проходимо здесь, конечно, уверенно. Вот именно по снегу, по пухляку, по болотам. Вот это будет тащить, ребята. Здесь переломочка. Просили меня показать переломку. Покажу, ребята, как-нибудь, как она работает. Ну, в общем, видно, немножко согнулся. Если наезжаем наверх, она поднимается. Вот где-то по центру. Здесь бедолага
Не знаю, ребята, многие пишут, оставь, Андрюха, пригодится, будете ходить вдвоем, гости будут приезжать. Не знаю, ребят, возможно, я его буду продавать. Так что с этим расчетом пока не уверен, но мне, в принципе, их солить не надо. Сломается, возьмешь тот, этот сломается, возьмешь тот. Да не будет он, ребята, ломаться, он должен ходить. И почему он должен ломаться? Он должен ходить. Небольшие наброски, ребята, вот такие сравнения. Да, этот немножко уступает скорости, ребят, но я замерю скорость, как-нибудь вам покажу. Этот, да, более скоростной, но он более такой легенький, маневренный такой. Ну, видно сразу, это такой прям какой-то здоровый. По скорости это, да, 60, ребята, я на нем развивал. Не знаю, этот уступит, может 45 он побежит своих. Но по проходимости, естественно, этот будет ходить, ребята, прям уверенно. В этом году снега очень много. И прям уже тестировал с санями, двое саней полные вещей. Он ползет, ребята. Вот именно ходовка, вот кому нужна именно проходимость, где-то по тайге, у кого много снега, то вот это ваш вариант, ребята, этой техники. Прям, здесь я его пробовал, ребята, но его невозможно засадить, просто реально. Еще вот по наледи не ходил особо, а так в целом в гору поднимался с вещами. Простая мотособака стандартная, она не поднимается, этот залетает санями, прям все уверенно. В общем, такой небольшие наброски, ребята. Спрашивают, когда будешь заводить, ребята. Все, он работает, он бегает, все с ним хорошо, живой, подняли, все четко. Ну, в общем, как-то оно так, ребята. В целом, небольшие обзоры двух мотособак. Тафалар 500 Long, Тафалар 600. Немножко по объему, ребята, по расходу, точнее, топлива. Не сказал бы, что прям здесь больше. Есть как будто немножко у меня больше. Но опять же, еще техника новая. Здесь она еще сильно не обкатанная, так скажем. Ну что я тут проходил-то? Ну, километров 100, может, на ней прошел. В общем, там еще непонятно. Все еще новое, притирается. Гусянка еще не растянулась там. Ну, в общем, все, но потом в дальнейшем, ребята, будет понятно. А так, в целом, по каким этим местам ходил, бак заправлял, что на этом, что на том, возвращался домой. В общем, литра 2 там как примерно было, так и остается. В общем, как-то так, ребятки. Все, сейчас прокатимся, наверное, с Ларисой Юрьевной по дороге на двух мотособаках. Приехали в деревню с дочкой. И, в общем, давайте прокатимся. Присаживайся. Что, куда поедем? На речку? Погнали, давай, тут.
покатались. Прокатил дочку. Любит тоже она покататься. Тут по поселку так немножко там, по лесу. Ну что, тут таежный поселок, ребят, сразу лес, тут речка. Съездили в магазин, купили вкусняк. Он загнал сюда его, ребята. В общем, будем продавать, я так думаю, скорее всего. Хотя жалко мне очень. Он очень нравится мне, как вообще, как аппарат, как техника. Ну и в целом, как бы после того, что с ним произошло, он работает идеально. Сейчас выходили на скорость по дороге, в общем, летает пуще прежнего. Ну как-то так, ребята. Накрою сейчас баннером его. Ну, в общем, все хорошо, все отлично. Ладно, надо собираться, ребят. Завтра выезжаем в тайгу на 2 дня. Едем очень-очень далеко вообще, на лесную речку. Будем пробираться. Будем жить пару дней. В общем, надо собираться. Приехали сегодня специально. Банька сегодня у нас. И, в общем, сборы. Надо монтажи вязать, снасти, готовиться, в общем. Все, ребята, отлично. Ах, и хорошо, ребята. Начинает морозить. Сейчас стояла такая температура. Минус 9, минус 12. Уже так устойчиво. Ну, снежок все равно порошил. В общем, сборы, ребята, собираюсь. Кстати, привезли дрова. Вот одна из махинаций в деревенских, ребята, жизненных моментов таких, да, вот пару лос, ребята, надо каждый сезон. Дровничок колем, складываем, чтобы топить дом, топить баню. Вот привезли дровишки, скоро будем колоть. И потом к весне еще привезем одну машинку. Еду, ребят, я гостем, еду на Лайтове, то бишь я не беру свою технику, не беру свой шмурдяк. Едем на избу, ребята, в общем, меня пригласили. И, в общем, бери, Андрюха, самое необходимое. Это снасти, это вещи. Ну и, в общем, продукты мы купим потом вместе, бензин затаримся. И поедем на 2, не знаю, что за техника, ребят, но, в общем, у ребят своя техника, и они едут на своих, и как бы я свою не беру. Сначала на прицеп, и прицепом пойдем до одной из деревень, а потом уже пойдем снегоходами. В общем, все будет круто, ребят, ни разу там не был. Ну вот, в общем, сборы. Полный сарайка всякого барахла. В общем, вот думаю, что взять, ничего не забыть. Так как сейчас загружу машину и уедем отсюда, ребят, с деревни. Поеду я с села, в общем, с другого. И хочу показать, ребята, недавно в Савицкой приобрели пузатерку. Сейчас немножко полегче вот с передвижением. Короче, такую дешевенькую машинку, ребят. Ну, зато своя, зато сейчас как бы ни от кого не зависим. Никакие автобусы, такси. Сели, поехали. Сейчас немножко покажу. В общем, ребята, вот такая лялька. 14-я. Ну, старенькая такая, вся шорканая, побитая. Ну, в общем, зато своя, ребята. Взяли. Ну и, в общем, сейчас на ходу, ребята. Ну, ничего такого интересного. Кожа роза, немножко литья там, так, маломайски. В общем, по деревне, ребята, пойдет двигаться. Нормально. С характером еще, ребята. Ребята, вроде загрузился на завтра. Все взял. Теперь, бедолага, еще и машина будет с вещами. Нормально. Боевая подруга. Отличный водитель. Юрьевна, че, как тебе аппарат? Короче, ну за такие бабки, ребята, даже не спрашивайте. Там Нивы, джипы, короче, для рыбалки, понятное дело. Ну, мы взяли вот чисто двигаться вот по нашей деревне с места до места, потому что, ну, что-то автобусы уже отменяют, таксисты уже что-то борзеют. 400 рублей, 12 километров, ребята, ну это вообще уже для деревни жестко. Ну, зато вот загрузили вот так полностью, Кирина Андреевна, и все, полетели. Don't stop me, I'll stop that.
вернулись в село, так скажем. Сегодня нахожусь у Саныча. Сегодня приехали в гости. У Саныча баня, и, в общем, Андрюха, приезжай. Прикатил к Санычу, короче. Свой дом, ребята. Такие у него хоромы. В общем, пойдем в баню. Шикарная погода. 12 минус. Банька топлена, ребята. Шикарно. Снег, ребят, смотрите, какие кучи. Санычу привез подарок. Вивонный автомобиль. Давно ему хотел подарить. На день рождения. В общем, сегодня у Саныча балдея. Сейчас идем в баню. Вот так, ребята. Я не знаю, курка это моя, это и рыболовная, и повседневная. В общем, я не знаю. Бушлат для меня это самое все прям. Санычев дом такой. Свойский дом, ребята. Вот деревня у нас. Вот строимся, вот делаем дома свои. Здесь у него постройки, гараж там сзади. Здесь крольчатники у него, банька, дровяничок, беседка. Вот у дочки у него тоже домик маленький. В общем, колодец, ребята. Все круто. Все круто. Пойдем в баню. Банька остыла у нас. Ну что, огонь? Баня, огонь, ребята. Как мы не говорили. Баня это тема. Во! Подогнали Санычу подарок. Саныч. Ну-ка, только дергай давай. Дал вкрат. Смотри, подожди. Может ошиблись, слышь, Саныч. Машинку, ну-ка, дерни. Авто твое? Дерну, блядь. Нормально? Да? Ну-ка, давай дергаем. Давай, разрываем. Оба! Оба! Ну нифига себе, такие большие, что ли, реально объемы. А это куда? Опа. Так это передний, походу, передок, да, Саныч? А это что такое? Передний. Это передок. Это передок. Ничего себе! Это, короче, этот, как его? В которых плаве не задерживается, и этот. Да, Можно да. вот так сделать, и, да? Да, все верно. Это, короче, как этот. Ева эти. Ева. На багажничек. Относительно. Слушай, ну вообще, я скажу, неплохо, нормально. Да, относительно четко сел. Вообще классно. Здесь, да? Да. Здесь вообще огонь. Здесь прям огонь все. Ну и сзади. Что, друзья, продолжаем влог. Это уже третий день после того, как я начал снимать и показывать этот влог, ребята. Вчера вернулись с тайги, приехали с рыбалки, 2 дня в тайге. Вот такая рыбалка, ребят. Скоро буду монтировать ролик и выпускать, наверное, пару частей, потому что наснимал много и всякого разного. И баня была, ребята, и рыбалка. В общем, круто. Немножко приболел. Кашель, горло першит. Ну, в общем, не знаю, думаю, отойдем за пару дней. И обратно поедем на рыбалку. Так, ребят, хочу вернуться к конкурсу. Помните, затянул, конечно, недельки 2 назад я показывал новый нож от Русберга. И в подарки шел вот такой Ганза складняк. Вот хочу определить победителя, так скажем. Конкурс был легкий, и надо вывести и все-таки отправить человеку. А то есть деятели, которые пишут, что, мол, просто разыгрываешь, людей обманываешь, а оставляешь себе, или договариваешься с кем-то там, вот, ну, знакомым, чтобы ему отдать как бы ножик, ну вообще. Вот разыгрывал якута, ребята выиграли, семья была молодая, и в общем все нормально, дошел, все хорошо. Они прислали видео, даже, правда, удалилось видео нечаянно. Хотел показать вам, что они его получили. Так что все нормально, ребята. Это от души чисто, так чисто, кто активен на канале, кто какую-то движуху ведет.
Так что было интересно хотя бы. Подарки, в принципе, неплохие, мне кажется. И вот этот гонзяк тоже пойдет победителю. Давайте. Так, друзья, ну что, заходим на канал. Видео. Вот, в общем, 2 недели назад показывал новый нож, ребята. Вот, заходим на видео. В общем, 13 697 просмотров, 1500, 1400 лайков и 288 комментариев участвовали на розыгрыше вот этого ножа. Сейчас, ребят, еще раз покажу. Это Ганза от Русберга. Ну, это европейский нож, но Русберг сейчас поставил на ход европейские ножи. И, в общем, можно заказать у них прям вот этот ножичек. Различные складнички. Очень понравилось. И прям спонтанно был конкурс. В общем, коробочка, наклейка и вот такой чехольчик. Сейчас открою гонзяк. Вот в таком исполнении. Шикарный складняк. Вот именно подойдет под всякое разное. Неважно, рыбак ты или охотник, просто грибник, ягодник. Отлично. Мне, в принципе, очень понравился. Так, ну что, я сделал простой конкурс. Написать любой комментарий и постараться набрать под ним лайки. Заходим упорядочить. Сначала новые. 6 дней назад был последний комментарий. В общем, ну здесь уже, естественно, конкурс давно уже прошел. В общем, сначала популярные. И вот получается два ребята таких самых были конкуренты, так скажем. Это Серега Рыбак, ну, имени, фамилии нету. С Рождеством, всех достойных, хороших трофеев и здоровья. Вот, под ним набралось 94 лайка, и следующий 71 лайк — это Евгений Ключинский. Сам большого леща поймала жена. Ну, в общем, стих. Ну, а так, ребята писали вот разные, там по 6, по 9, по 5, по 4, по 3. В общем, кто-то даже себе не ставил лайк. Я всех пролайкал, всех ставил оценочку. Заходим к Сереге. Так, 3 подписчика, каналы. В общем, ну, как правило, должен был подписан на меня. Но я думаю, проблем здесь не будет. Подписки открыты. Ищем канал свой. Так просто, но все же какие-то правила были. Вот, ребята, мой канал. Все, Серега подписан на меня. Так что все отлично. Серега, напиши мне в ВКонтакте. Ссылочки под каждым видео я оставляю. Вот заходишь. Многие не знают, ребят, как зайти в описание. Все просто. Вот под каждым видео я оставляю какую-то информацию, потому что пишут: Андрюха, что за нож, что за как. Вот, чтобы не было таких проблем, вся информация здесь. И вот именно мои соцсети. Серега, пиши ВКонтакте, скидывай адрес, я буду тебе отправлять. Так что поздравляю, Серега, тебя с Ганзой. Все как есть, ложу, и ближайшим временем схожу на почту и отправлю тебе вот этот ножик. Так что, ребят, ну, в общем, такой небольшой конкурс на канале был. Это у нас уже 3-й или 4-й конкурс по ножам. Вот именно я разыгрывал и финку НКВД, и вот Якута, и вот сейчас вот Ганза. И в дальнейшем, ребят, еще будем разыгрывать. И мне кажется, что это нормальная штука, нормальное действие от блогера, так как я должен немножко уважать своих подписчиков, и как-то вот небольшие конкурсы, конечно, не постоянно, это как бы там, ну, какие-то даты, ребята, будем отыгрывать, какие-то хорошие знаменательные дни будем стараться делать конкурс. Итак, друзья, это еще не все. Хотелось, не знаю, ответить на ваши вопросы, наверное, что ли. Как дела идут с магазином, ребят, да? Потихоньку, помаленьку мы не стоим на месте, мы стараемся скупать новый товар. Да, понятно, это не в таких больших количествах, там что-то еще. Ну, в общем, наживочка, ребята, у нас присутствует, все для рыбалки, вот именно деревенской там мы найдем. Естественно, здесь я не продаю пока костюмов, там каких-то сапог. Ну, там что-то вот такое основное стараюсь. И, в общем, магазину вот, уже год.
Ну, мы начали открывать его в такой период, когда волна коронавируса пошла, нам было очень сложно, но мы стараемся и не стоим на месте, и делаем дела потихоньку, и, в общем, понятно, что вкладываемся сюда очень много, но как-то оно так, ребята, потому что свое дело, это есть свое дело, это тебе надо его развить реально, тебе никто не будет помогать, и, в общем, так просто хочу ответить, что пишут там, спрашивают, и людям интересно, ну, вот как-то хотел ответить. Но у нас, ребята, посылочка, давно уже пришла посылка, новогодняя. Блин, прошу прощения, что так с опозданием. Не знаю, вы пишите, кстати, ребят, показывать вот такие видео, распаковка посылок, там, что-то еще как-то там, ну такие нейтральные, помимо рыбалок вообще, а так рыболовная жизнь, что этим связано, что и как, вот, потому что пишут вроде канал о рыбалке, а показываешь вот ненужные вещи. Ну, когда-то, ребята, я делал опрос, прям на ютубе создавать второй канал вот именно для таких видео или нет, и все сказали 75% Андрюха делай на основном, и в общем, ребята, вот такие видео. Понятно, может кому-то не интересно, но так зато я рассказываю не только о рыбалке и показываю рыбалку нашу простую, ну и все, что с этим связано, и какие дела, ребята, так как мы уже не маленькая банда, так скажем, и ну такие видео, возможно, нужны, мне кажется. Тоже пишите, ребят, будет мне интересно. Все, а мы распечатываем тяжелую посылку. В общем, друзья, вот такая посылка тяжеленная. Осторожно, стекло написано. От Фролова Сергея Владимировича с Москвы. Пришла она давно уже, ребят. У нас, во-первых, после Нового года была заморожена почта. Ну, деревенские моменты. В общем, у кого-то там она даже не закрывалась, а у нас она вставала также на праздники. И ничего нельзя было получить, отправить. Ну и все вроде дошло. Вес, ребята, 5 килограмм 54 грамма. От Фролова Сергея из Москвы. Пришла давно, ребята, уже. Так что, Серега, все нормально, все дошла. Я просто не мог ее раньше показать. Да и как бы там у меня были проблемы. Сами знали, доставал технику. Туда-сюда. В общем, посылки приходили, но вот только сейчас добрался до них. Вот, ребята. Опачки. Сделано из алюминия. Ребята, о чем-то говорит вам? Это какой-то казан, что ли? Что-то такое, ребят. Это то ли скороварка, то ли казан. Да, что-то стеклянное. Лишь бы доехала, не разбилась. Ну, вроде не стеклянное, алюминий написано, но он же тоже колется, сами знаете. Так, Кабул. Так. Ага, все, ребят, я понял. Это, что ни на есть, афганский казан, ребята. То же самое скороварка. Помните, раньше вот скороварки были, а вот сейчас, ребята, идет вот такие вещи. Ой, красота. Ой-ой-ой, Лариса Юрьевна давно такой хотела. Тоже, ребят, не из дешевых вещь, дорогая. Вот, смотрите, как он выглядит. Его можно вообще использовать и дома, и на костре. Это афганский казан. Здесь стоят клапана. Есть письмо, ребята. Точно, смотрите, с Новым годом, елка. Это, наверное, у Сереги. Дети, возможно, рисовали. Вот, смотрите, очень приятно. Так, ладно, сейчас мы попозже прочитаем обязательно. Да, ребят, вот такие резинки здесь. Ручка, которая закрывает плотно. Всякие манжеты. Клапана, которые спускают воздух. Ну, инструкция. Казан очень большой, ребят, смотрите. Прям не маленький. Не знаю, литров 6, наверное, есть, точно 7.
такая инструкция. Да, ребят, смотрите, ну написано вообще. А нет, есть на русском. Да, ребят, смотри, Маден из Афганистан. Это даже вообще вот прям что ни на есть, он настоящий афганский казан. Круто, Серега, спасибо. Блин, ну теперь мы вообще заряжены. Да, там вот такая ручка, ребят, она закручивается. Вот, надпись афганская, вот реально все круто. Лариске покажу, она обрадуется. Что-нибудь приготовим сразу, какую-нибудь курицу и еще что-нибудь. Ну так, вернемся к письму. Сейчас я быстренько прочитаю. Так, друзья, получается, Андрей, отец, семьянин рыбак. Нифига себе. Всю твою семью, родных, близких, друзей от души, от чистого сердца поздравляю с Новым годом. И отправляем пламенный привет от души. Привет, поздравляю, и пожелания летят из столицы города Москвы. Ну да, здорово. Очень хочется пожелать вам богатырского здоровья, удачи во всех делах и начинаниях. Так, и пожелаю, если это все есть, а это есть 100%, тепло, сердечного настроения. С любовью и искренним уважением семья Фроловых, Серега, Ирина и детишки Артем, Екатерина и Анна. По скрипту, братик, продолжаю движение, это правильное направление, жму руку. Ну, Серега красавчик, от души прям. Ну, в общем, да, это рисовали детишки Артем, Екатерина, Анна, супруга Ирина и Серега. Ну, здесь, ребят, я немножко прочитал. Андрей, не забывай, Казан под давлением. Ну, в общем, здесь личное сообщение, в общем, в принципе, опять же, обнимает. Да, у нас 27, ребят, января, это запоздалая, конечно, посылка, но очень приятно, конечно, я это сохраню, вот это очень мне такие вещи дорогие, и как бы прям немножко аж прослезился. Спасибо огромное, прям, ну вот реально, прям, не знаю, за душу берет. В общем, Серега, спасибо огромное, прости, ну, не обессудь, что так поздно, но там были свои причины, я говорю, и почта у нас там раз через раз, ну и в общем как-то так. Большой себе привет твоей, конечно, Ирине, супруге, Артемку. Пожми руку от меня, Екатерине, Ане, пожелай здоровья. Ну и в общем вашей семье крепкой в Москву. От холодного севера летит привет большой. Вот правда немножко простыл, но ничего, все нормально будет. Живы будем, не помрем. Спасибо огромное, очень понравилось. Ну и вам, ребят, спасибо за просмотр. Вот теперь здоровье точно не помешало. Спасибо за просмотр, ребят, такой влог. Я думаю, кому-то ответил на большие вопросы. Ну и все, всем удачи. Только удачи, ребят, вперед. Всех обнял крепко. Пока.